Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. На 18 августа 2021 года выявлено 143 новых случая новой коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. В городе Якутске выявлено 80 случаев, 9 случаев выявлено в Нерюнгринском районе, 8 в Сунтарском, 7 в Татинском, по 5 случаев выявлено в Мирнинском и Нюрбинском области. В Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском районах выявлено по 4 случая, 3 случая выявлено в Чурапчинском районе. По 2 случая выявлено в Алекминском и в Усьмайском районе. В таких районах, как Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Момский, Намский, Авамиконский, Тампонский и Хангаласский районы выявлено по 1 случаю. Обращаем внимание на те улусы, в которых на настоящий момент выявлено от 1 до 5 случаев. В данной ситуации, с учетом того, что само сейчас заболевание характеризуется и продолжает характеризоваться большим расширением через семейные контакты, соответственно, обращаем ваше внимание на то, что подобного рода случаи повлекут и увеличение числа заразившихся в этих муниципальных образованиях. В связи с чем еще раз обращаю внимание на необходимость соблюдения мер, которые уже должны являться достаточно стандартными. Масочный режим, социальная дистанция и, соответственно, соблюдение требований, которые связаны с взаимоотношениями с гражданами, которые находятся рядом. Сегодня необходимо обратить внимание, что в целом наша ситуация санитарно-эпидемиологическая и по характеру заболевания характеризуется достаточно сложным периодом, и оно связано с большим количеством детей, которые у нас болеют новой коронавирусной инфекцией. Впервые мы зарегистрировали 2 случая заболевания 3-й степени тяжести новой коронавирусной инфекции среди детей. В связи с этим обращаем особо ваше внимание. Впереди начало школьного сезона, детсадовского сезона. В связи с этим я обращаюсь к родителям. Огромная просьба для того, чтобы сохранять сегодня здоровье своих детей, которых будут в дальнейшем в группах находиться с вашими детьми, приходите на пункты вакцинации. За сутки у нас непосредственно нашими лабораториями Республики Саха-Якутия проведено 3310 лабораторных исследований. В целом вакцина против новой коронавирусной инфекции проводится в 45 медицинских организациях республики. Развернуто 273 пункта вакцинации. Создано 140 мобильных бригад, 20 мобильных пунктов вакцинации. По темпам вакцинации за последнюю неделю республика входит в 5 субъектов Российской Федерации, в которой достигнуты достаточно высокие темпы вакцинации. За это мы благодарны каждому, кто пришел на вакцинальный пункт, потому что вакциной вы спасаете себя и рядом находящихся граждан от новой коварной болезни. И, соответственно, вносите и свой вклад в борьбе с этим непростым заболеванием. Всего в республику поступило на настоящий момент 329 555 доз вакцин, использовано 89,9 вакцин в процентах от общего объема вакцины, поступившей в Республику Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, еще раз обращаю внимание на здоровье ваших детей. А соответственно, так как дети не относятся к категории тех граждан, которым разрешена вакцинация, я обращаю ваше внимание на необходимость вакцинирования родителей и ближайшего окружения ребятишек. Скоро школьный сезон, и в связи с этим дети вновь встретятся друг с другом. В связи с этим мы можем дать соответствующие и распространение заболевания через эти контакты. Давайте сделаем так, чтобы пребывание наше дальнейшее, в том числе детей в школах, было безопасным друг для друга. Спасибо. Напомню, это был брифинг по эпидобстановке, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска.
Правительство России продлит льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Летний период – самое время поставок по водной главной артерии республики – реке Лена. Узнаем о работе ленских речников. Феномен якутского кино. Фильм режиссера Владимира Мункуева вошел в конкурсную программу 32-го кинофестиваля «Кинотавр». За прошедшие сутки в республике ликвидировано 22 лесных пожара, еще 48 тушат, 11 локализовали. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергей Сивцев. Всего на территории региона действует 139 лесных пожаров. В планах на сегодня у нас сокращение дней локализации. У нас 2 пожаров в Сунтарском районе планируется и ликвидация 4 пожаров. Это в Нюрбинском, Татинском, Хангаласском и Намском районах планируется. Всего на тушение у нас задействовано 3665 человек и 683 единицы техники. Ну, как вы знаете, сегодня в центральных районах, заречной группе районов и центральных районах республики прошли дожди. И, соответственно, вот именно площади активного горения они были сбиты. Тем временем глава Якутии отметил, что наблюдается улучшение лесопожарной обстановки. Сокращается число населенных пунктов, которым может угрожать огонь. Отмечена эффективная работа по созданию минерализованных полос в Усть-Алданском улусе. Однако особого внимания требует лесопожарная ситуация в Усть-Майском районе. Александр Чуприян, первый заместитель министра МЧС, подчеркнул, что необходимо усиливать воздействие на пожары, пользуясь благоприятными погодными условиями, более эффективно использовать авиацию, не сбавлять темпы и масштабы работы, чтобы к концу текущей недели принципиально переломить ситуацию. Большинство пассажиров отмененных рейсов по маршруту Новосибирск-Якутск авиакомпании S7 прибыли в республику. К 4 часам по местному времени произошла замена воздушного судна на самолет с большей пассажировместимостью. Напомним, своего вылета в республику в аэропорту Толмачева ожидали порядка 400 человек. Вечером 17 августа по итогам заседания оперштаба было решено привлечь 2 дополнительных самолета к транспортировке якутян, которые 3-й сутки не могли вылететь из Новосибирска. По ситуации с S7 к 4 запланированным рейсам произошла замена воздушных судов на более большие, то есть самолеты с большей пассажироемкостью. На данный момент большинство пассажиров, которые обратились в компанию S7 с просьбой все-таки их перевести, были транспортированы из Новосибирска в Якутск. Ленск всегда был и остается главным транспортным узлом юго-западной Якутии. Летний период – самое время поставок по главной водной артерии республики – реке Лена. Как работают ленские речники и справляются ли с объемами, не мешают ли им природные катаклизмы, узнавала Анна Кожевникова. На рейде у Ленского речного порта сегодня всего 2 судна, но предприятие может принимать до 5-6 единиц водного транспорта. Помимо основной имеется нижняя причальная стенка, плавкран и 2-я транзитная линия. А вот на обработку груза уходит разное количество времени. Это зависит от наполнения судна. Если с селитрой и контейнерами попроще, то на выгрузку техники необходимо 2-3 смены. Всего в этом году в плане у Ленского речного порта 370 тысяч тонн. Сегодня уже разгружено более 200. 94 тысячи – это компанейского груза в адрес Ленского отделения УМТС. И 87 тысяч – это в адрес сторонних организаций, таких как Техавангард, РНГ и РНС снабжение. По сравнению с прошлым годом объем увеличился порядочно. По окончанию прошлой навигации было переработано 240 тысяч тонн. Контейнеры, как игрушечные кубики, поднимаются в воздух и опускаются на грузовик. Такие манипуляции с легкостью проделывает крановщик с 20-летним стажем. Мы находимся внутри портального крана грузоподъемностью 32 тонны на высоте 5-этажного дома. И удивительно, что на такой технике работают женщины. Ольга, расскажите, чем привлекла вас эта профессия? Ну, у нас работает целая династия была. Мама работала, сестра работала, одна и вторая. Ну, нравится высота,
лето хорошо. Бригада очень хорошая у нас. В летний период Ленский речной порт набирает дополнительно штат работников – стропольщиков, крановщиков и докеров-механизаторов. Сегодня в грузовом районе трудится 84 человека. Для Сергея Наумова это первая навигация. Это престижно, скажем так, работать в Алмаздортрансе. Опять же, северное накопление бабки. И работа не сложная, не тяжкая. Работаем 2 через 2. Не вода, так огонь. Ополчение природных стихий не проходит бесследно. Если уровень воды в Лене последние 2 года позволяет беспрепятственно транспортировать груз по реке, то в этом году создали сложности пожары. Сильное задымление задержало некоторые составы, но до конца навигации времени полно. Поэтому весь груз будет принят и доставлен до адресата. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Правительство России продлит льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только 2, а более детей и уже при рождении первенца. По словам премьер-министра, с помощью программы у молодых семей появится возможность купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в 2 раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье. Ход реализации национальных проектов на территории Усть-Алданского района сегодня проконтролируют журналисты региональных средств массовой информации. Всего руководство района покажет 10 объектов, которые сегодня здесь строятся по федеральным проектам «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда». Также ряд объектов строится здесь по региональным программам. Первым объектом, который показали гостям из столицы, стала школа на 220 мест в селе Сотинцы. Объект представляет собой двухэтажное здание. Его начали строить еще в 2017 году и в конце этого года должны сдать в эксплуатацию. Строительная готовность объекта составляет 75%. В Алданском УСе по нацпроектам по различным направлениям строится 11 проектов. Вот мы находимся сейчас в здании Сотинской средней школы на 220 мест, которые по линии образования строятся нацпроекта. Это после райцентра это наиболее крупный населенный пункт Усть-Алданского УСа на берегу Лены сразу. Школа здесь была аварийная, 8-летняя, советской постройки. И вот начало было 17 года, и с 18-го как раз в нацпроект эта школа вошла. И хорошими темпами строительство идет. Больше всего заявок от некоммерческих организаций на грант главы поступило по направлениям деятельность в области культуры, в сфере охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта, поддержки проектов в области науки, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан. Среди победителей отмечаются и проекты арктических районов. Это проект организации «Алагун» Жиганского района, с помощью которого в селе будет налажена образовательная локальная сеть для совершенствования дистанционного образования. Кроме того, поддержку оказали студенческим отрядам и волонтерам проекта «Антирак. Поддержка выживших». Сегодня мы по Дальневосточному федеральному округу являемся лидерами по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. И по стране мы входим в топ-10 лучших субъектов Российской Федерации, которые поддерживают развитие Института гражданского общества. Это был совершенно волонтерский проект, без рубля в кармане, только с одной книжкой. И меня очень удивило то, что очень много людей поддержало и потянулись ко мне люди. У нас в основном проект связан с психологической поддержкой, потому что после того, как человек заболевает раком и после прохождения хирургического, химиотерапии и радиологического лечения, человек нуждается в поддержке. У нас в студенческих отрядах есть свои традиции, свои каноны. И в
В каждом федеральном округе ежегодно проводится данная школа. Она уже проводится 8-й год. С Республики Саха-Якутия мы ежегодно принимаем участие, но в этом году впервые будем принимать на якутской земле всех руководителей, командиров, комиссаров, студенческих отрядов до всего Дальнего Востока. Лента якутского режиссера Владимира Мункуева вошла в конкурсную программу 32-го кинофестиваля «Кинотавр». Картина рассказывает историю Хабджи и его жены Керемес, которые, похоронив второго ребенка, продолжают выживать в условиях якутской тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который должен по закону жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома. Всего в конкурсной программе «Кинотавра» представлено 15 кинокартин. В этом году фестиваль пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи. Воспитанник якутской школы борьбы, уроженец села Тумул Мегино-Кангаласского района Станислав Свинобоев стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди юниоров, проходящего в эти дни в Уфе. В схватке за третье место якутянин более чем уверенно победил соперника из Швеции Кевина Маката Стрём со счетом 12-1. Таким образом, спустя без малого 12 лет якутский вольник принес нам медаль юниорского первенства мира. 4 сбора были. Домой не улетел вообще. На промежутках сбора были на Владикавказе, в Сочи были. Там тренировались. То есть сколько ты дома не был? 4 месяца. 4 месяца в Якутии не был? Соскучился. Но семья за тебя болела дома? Да, болела. Здесь приехали. Приехали? А кто приехал поддержать? Мама и папа. В Оленёкском районе учредили новый праздник – День тугунка. Рыболовство – традиционное занятие ивенков, и именно оленёкский тугунок славится в Якутии и за ее пределами. С этого года начнется научный мониторинг за состоянием и численностью тугунка, и в планах местных властей официально оформить бренд «Оленёкский тугунок». А в первый праздник тугунка, в 3-е воскресенье августа, жители Оленька и села Харьялах выловленную в реке Оленёк рыбу раздали по ивенкийскому обычаю немат многодетным семьям и одиноким пожилым людям. Часть рыбы продали и вырученные средства направили в помощь добровольцам, борющимся с лесными пожарами. День оленёкского тугунка отмечается в нашем районе впервые. Идея изначально была нашего главы района Ивановой Лены Степановны, которая несет в себе цель сохранения экологии, также и культурных традиций. Это очень важный шаг для дальнейшего грамотного построения диалога с промышленными компаниями. К этому часу это все новости. Хорошего дня!